Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Нас упрекают в том, что мы такие храбрые и сильные, потому что мы покинули страну, а сейчас уже за рубежом мы можем говорить об этом, не страшась того, что на нас будет прессинг и давление. Но я хочу вас разубедить. Мы боролись, находясь в самой стране. И то, что Ниязов посадил Гильды, это тоже было не случайно. Потому что когда Шахмурадов объявил о переходе в оппозицию, Ниязов в первую очередь испугался Киаризова, потому что он сразу вспомнил те 2000 всадников, которые он смог провести в 2001 году. У него маниакально представилась перед глазами картина, что он может собрать тех всадников и устроить переворот по киргизскому сценарию, когда всадники прискакали на лошадях и смогли сместить то правительство, которое было в Киргизии. Поэтому Ниязов пошел на опережение. И кого он первым арестовал в 2002 году в январе, это был Гильда Киаризов. И когда Борис стал планировать проведение митинга в Туркменистане, вы сами, наверное, помните в 2002 году, что все люди, вплоть до работников заправочных станций и уборщиц, знали, что что-то должно произойти в стране, что вот-вот произойдут изменения, произойдет смена власти. Гильды в то время был на больничке в городе Мар-Игрес. И когда мы все это услышали, он отправил меня в Москву, где у меня состоялся разговор с Борисом Шахмурадовым. Это было в сентябре 2002 года. Я ему сказала: «Борис, Гильды сказал, чтобы ты этого не делал, люди не выйдут ни на какую улицу, и смещение таким образом не произойдет. Гувань Джумаев хороший парень, амбициозный, но он склонен к авантюризму. Я сказала, что этот сценарий, который был подготовлен, и вера в то, что Гувань Джумаев через Акмурада Реджепова сделает переворот, абсурден. Борис, никто тебе не поверит. Ниязову нужен ты. Поэтому ты ни в коем случае не должен приезжать в Ашхабад и тем более затевать что-то со своим присутствием. Я знаю, что такое тюрьма». И когда я поехала предупреждать Бориса, Гильды уже был в руках Харамбаша Ниязова. И мы прекрасно понимали, чем мы рискуем. Мы тоже хотели жить и, конечно, надеялись на будущее. Но мы не побоялись, мы пошли на этот шаг. Еще я хотела рассказать о том, что когда Гильды сидел в тюрьме, мы все время писали. Я все время ходила во все правоохранительные органы и добивалась его освобождения. Как условно-досрочного освобождения, так и освобождения. Когда Ниязов посадил Гильды в Авадан-Депе, к нам приходили родственники и говорили: «Ты не пиши, ты не поднимай шума. Если будешь продолжать все это, то мы будем знать, что это ты сделал, это твоя неугомонность навредила ему». Но я знала, что мои письма доходят до Ниязова, и что он читал их сам лично. Не так давно прошла 70-я сессия Комитета ООН по правам женщин и гендерному равенству в Женеве. Туркменистан представляли чиновники, а правозащитные движения Туркменистана представляли мы, представители организации «Права и свободы граждан Туркменистана», я и Серебряник Диана. Туркменистан подписал сотни документов для того, чтобы стать членом Комитета ООН, и эти документы обязывают отчитываться перед ООН. Когда я попала на эту сессию и увидела объективную заинтересованность экспертов из разных стран мира, которые требуют от чиновников Туркменистана конкретного ответа на конкретный вопрос, я была, конечно, поражена их вниманием к судьбам наших женщин. Помимо того, что там были мы, там были правозащитники женщин из Новой Зеландии, Палестины, там были женщины из Монако и из России. Это были настолько энергичные и целеустремленные женщины, которые требовали и доказывали свою правоту перед той властью, которая у них есть. И мне было очень обидно, что в то время, когда я была в Туркменистане, я не знала, что есть комитеты и люди, занимающиеся подобными проблемами. Если бы вы видели, как член комиссии от Туркменистана, замминистра образования, отчитывался о том, что у нас бесплатное образование и что у нас нет взяток при поступлении ни в вузы, ни в детские сады, ни в школьные учреждения, он утверждал, что у нас нет изнасилований и нет никаких сексуальных домогательств. Однако возникает вопрос: если вы ничего не боитесь, если вы такие все правильные, почему же вы тогда прячете свои глаза и не можете внятно ответить на эти вопросы? Вы бы видели поведение этих чиновников, которые присутствовали на этой сессии. Наверное, вы знаете про такой сайт Гундагар Ньюс, который обливал грязью правозащитников и оппозиционеров. Эта наша организация постоянно поднимала вопрос о той мерзости и гадости, которую они публикуют на своих страницах. Вот доказательства. В последнее время ни одной статьи в такой поганой и низкой форме изложения нет. Это наша заслуга. Это мы добились этого, потому что мы все время поднимаем этот вопрос, и мы не дадим им вот так порочить и оскорблять женщин и правозащитников, которые ведут борьбу против этой диктатуры и тирании в стране.
Халджанов, когда услышал это из уст экспертов, вскочил и убежал, потому что ему было дурно услышать о том, что действия, которые они применяют в отношении нас, рассматриваются на таком высоком уровне. Поэтому я обращаюсь к вам еще раз. Те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, должны быть услышаны и озвучены. Это нужно нам и нашему народу. Если мы не будем бороться сами за себя, за нас никто бороться не будет. Те действия, которые принимает Бердымухамедов в отношении народа, просто унизительны и оскорбительны. Мы и наша организация доказательство того, что бороться можно и нужно. Мы боролись, и поэтому я вам еще раз повторяю, дорогие женщины, пишите и не молчите. Это единственный выход из этой ситуации, которая сейчас в Туркменистане. Изменить и не допустить монархию Бердымухамедовых мы должны. Народ должен выйти из рабства и из того страха, в котором он сейчас находится. Народ имеет право. Халкын хакы var. Ey ilahi emine Adan yolu adan yolu atlanalım atlanalım Adan yolu adan